друзья! Сегодня 10 июня 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Время 15 часов 57 минут по Берлину и 16 часов 57 минут по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ и ГРУ атакуют Европу. Русизм под маской исламизма». Давайте об этом и о многом другом сегодня поговорим. И поехали, как говорится. И перед началом нашего стрима, пока мы все собираемся, чтобы потом те, кто будут смотреть, могли знать информацию, потому что эта информация очень важна. Это, можно сказать, сегодня самая главная информация, вообще из всех информаций. После этой информации идут все остальные информации. В частности, речь идет о сообщениях, ежедневных сообщениях Генерального штаба Збройных сил Украины о потерях и уничтоженных оккупантах на священной украинской земле. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1190 террористов. 1190 террористов. Машин 51 артиллерийская система, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 1 самолет. Супер просто, слава ЗСУ. Дополнительно за самолет. 28 БПЛА, 1 крылатая ракета, 56 автомобильной техники, 14 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. С чем я вас всех нас поздравляю. Ага, так, еще что я хотел, кое-что перед началом тоже сообщить. Это из раздела сообщества у нас тут есть, как вы знаете, на канале YouTube есть раздел сообщества. И там есть вот такая вот информация, которую я вам сейчас быстренько зачитаю. Дело в том, сейчас скажу вам про фиктивные, опять лживые успехи так называемых кадыровцев. Кадыров заявил о захвате приграничного села Рыжевка или Рыжовка в Сумской области Украины. Местные власти это опровергают, заявляют, что российских войск в Рыжевке нет. Глава Чечни уже утверждает, глава Чечни же утверждает, что полк Ахмат Чечня и другие подразделения вооруженных сил Российской Федерации заняли этот населенный пункт всего за 3 дня. ОСИНТ-проект Deep State пишет, что Рыжовка с 22 года находится в так называемой серой зоне, и оттуда неоднократно заходили российские войска. Видео, опубликованное кадыровцами, могло быть сделано в любой другой день года, отмечают расследователи. Глава Украинского центра противодействию дезинформации, обратите внимание, глава Украинского центра противодействию дезинформации, это человек очень, скажем так, осведомлен о дезинформации фашистской России. Андрей Коваленко в связи с этим назвал кадыровцев информационной армией. В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами. Я бы добавил к высказыванию Андрея Коваленко то, что не просто информационная армия, это позорище чеченского народа, к большому сожалению. Не просто какая-то армия, да, и так далее. Это то, что вот сейчас говорит Андрей Коваленко, оно немножко контрастирует с тем, о чем пытается нам рассказать российская пропаганда. И в Украине в том числе так называемые украинские журналисты. Дело в том, что они пытаются представить кадыровцев, это такие единственными, скажем так. Я не исключаю, что они тоже, но их пытаются представить единственными заградотрядами, что в Буче они резню устроили и так далее, и так далее. Дело в том, уважаемые все мои, все национальности, все, кто на стороне добра, на стороне Украины. Дело в том, что наши враги
делают все возможное, чтобы уйти от ответственности. Более-менее умные, понимающие, что происходит, считают, что суд неизбежен. И поэтому каждый пытается выскочить из этого, вот из этой всей ситуации. И дело в том, что главные виновники – это русские империалисты, которые пришли на украинскую землю за украинской историей, за украинской идентичностью. То есть не должно быть украинцев, а должны быть вот эти люди, имперцы, русские имперцы, ну и прислуживающие им, так называемые, как они их называют, хохлы. И вот в таком случае, да, все у них все нормально. Просто украинцам, вот настоящим, этническим, по духу, по крови украинцам нет места ни в этом государстве, ни в проекте, который Россия строит. И сейчас все пытаются отвертеться. Я вчера очень сильно, я, наверное, бы сильно смеялся бы, если бы это было бы не так все печально, то, что происходит. Но я очень сильно был, можно сказать, обрадован вчерашним выпуском двоих КГБшников. Один из них очень-очень старый, матерый КГБ, оба, старые матерые КГБшники. Один действующий офицер, другой агент. Наверное, агент, не знаю. Думаю, агент. Это действующий офицер Севастьянов и журналист, так называемый журналист, это пропагандист, просто 50-й пробы или 80-й, 100-й пробы Евгений Киселев. Другой Киселев, не тот, который пока в России, это другой Киселев, которого чуть-чуть раньше заслали в Украину. И вот они вчера обсуждают, что если Россия сейчас не сделает какие-то свои суперотряды, обратите внимание, как они сейчас заговорили, что должны быть русские отряды, которые воюют против вот этой, теперь это называется путинской армии. Раньше она была русская армия, русские генералы, русские офицеры, а теперь она получается путинская армия. Это в истории ничего нового нет. Россия всегда вместе со своим вот этим главным убийцей, любым, кого она себе назначала или как-то сатанаем их назначал. И после этого вместе убивали, грабили, и после гибели его, смерти его, или после того, как приходилось отвечать, они всегда все сваливали на него. Вот на своего вот этого Бога, которого они боготворят при жизни и при его успехах. И как только этих успехов нет, все, он становится никем и никак. Вчера они так опускали Путина, действующие офицеры, я думаю, Севастьянов, это человек, который развязал агрессивную войну против чеченского народа и государства. Кстати говоря, это тот самый человек, который заслал нам впервые этих зеленых человечков, как в Крыму, без опознавательных знаков и так далее, с Кантемировской и Таманской дивизии. Это были танкисты. Под видом оппозиции, сверху сидели чеченоговорящие, внутри или обманутые чеченцы, а внутри сидели русские танкисты. Этот штурм 26 ноября, это первая провокация, не первая, уже такая большая, крупная провокация, атака на нашу столицу провалилась, и Севастьянов как бы вроде бы там спрятался. Потом было очень интересно наблюдать, как Севастьянов встречается. Это военный преступник, которого чеченцы должны привлечь к ответственности, ну и, соответственно, международное право, международный трибунал тоже. И Севастьянов проговорился, что если мы срочно что-то не сделаем, то мы попадем под контроль, как-то он так говорит, под контроль китайцев и знаете еще кого? Догадайтесь. Вы, наверное, подумали американцев, украинцев, еще кого-то. Нет. Либо китайцев, он говорит, либо чеченцев. Представьте.
Я не думаю, что, Севастьянов, вся Россия попадет под влияние чеченцев, потому что нас физически очень мало. Хотя мы очень организационно способны, все возможно. Но вот то, что твоя тушка будет сидеть в суде, на скамье подсудимых, вот в таком смысле власть к чеченцам ты можешь попасть. А вот за всю Россию я не могу сказать. Ну, там сравнил чеченцев с китайцами. И это говорит о том, насколько он боится той ответственности, которую придется ему нести. А придется, Севастьянов, вам всем придется. За все преступления против моего народа и других народов вам придется нести эту ответственность. Понимаете? И он вчера до того договорился, офицер, который по визе выезжает сюда, в Европу, по визе, он в России не преследуем, его не сажают и так далее, и так далее. И он рассказывает, что фактически Путин встал на колени перед Си, и, короче, ну, самое-самое похабное и грязное, и вот это все они говорят на Путина. Такого в истории, чтобы офицер говорил на своего верховного главнокомандующего, так откровенно не было. И Севастьянов представляется этим Киселевым как демократ, который там боролся первый после развала Советского Союза, создал какое-то демократическое какое-то движение и так далее, и так далее. Друзья, дело в том, что создал тогда Севастьянов, сегодня мы пожинаем. Поэтому говорить о том, что есть какой-то КГБшник, который потом начинает войну против суверенного соседнего государства, которое вчера входило в Советский Союз, после развала Советского Союза вышла наша Чеченская Республика. И этот человек называется демократом. И сейчас уже тяжелая артиллерия, да, Севастьянов, это генерал, это, ну, в их среде это один из самых-самых. И после того провала 96 года вы, может, подумаете, что там Севастьянов был отлучен, но первое время немножко он там, его пожурили. И в 99 году мы видим все Севастьянова в передаче с Николаем Николаевым «Независимое расследование» про взрывы домов 99 года. И там Севастьянов говорит ФСБшникам, которые принесли какой-то пакет, вы видели это видео, где говорит, вот засекречено, я, извините, не могу не смеяться просто, пакет у них, говорит, вот приносит следователь якобы ФСБ, приносит в студию и говорит, вот запечатано, мы не можем открывать, вот тут все находятся секреты. Ну, чисто на лоха, короче говоря. И Севастьянов такой говорит, как вы можете, мы что, не знаем, что такое учение, мы не знаем, как проводятся учения, и вы хотите сказать, что эксперт не мог отличить гексоген от сахара? Что-то мне не верится. И всем показалось, что Севастьянов на стороне правды и против ФСБ. Также там находится адвокат Астахов, тоже матерый КГБшник, офицер, который собирает со всех присутствующих жильцов дома, не дай бог другой адвокат возьмется за это дело и окажется принципиальным. Берет КГБшный адвокат Астахов расписку со всех, что он будет представлять их интересы, вот этих всех потерпевших дома Рязани, где у Патрушева не получилось их взорвать, и ФСБшники аккуратненько прикрыли. После этого Астахова назначили, как мы знаем, никаких расследований, ничего не было. Астахов нам рассказал, что единственный террористический акт Басаева был засекречен на 75 лет, и все, и взрывы домов, кроме Литвиненко и там Трепашкина, нужно признать, там еще нескольких людей, которые убили, а Трепашкина еще пока нет, не убили. И не занимался никто этим расследованием, и на этом все закончилось. И вот этот Севастьянов нам рассказывает, что тогда, в 99-м, как эти взрывы произошли, или уже тогда, по-моему, это уже 2000 год был, начало 2000-го, где он якобы говорит, ну как эксперт не мог отличить гексоген от сахара, как такое возможно? И тут по какому-то странному стечению обстоятельств, представьте себе ФСБшник, который уличил своих коллег в попытке взрыва дома, когда 3 дома уже взорвано,
2 в Москве, 1 в Буйнакске, 4 уже в Волгодонске, 4 дома взорвано, убито 307 россиян. И что вы думаете? Оказывается, вчера мне об этом сообщил Киселев, Севастьянов, оказывается, баллотировался в 2000 году в президенты. Понимаете? Он баллотировался в президенты. Таким образом, он легитимизировал весь этот процесс, и лично Путина, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас Севастьянов брошен на помощь Гудкову, Фейкину и так далее. Фейкин вообще что-то сейчас плохо себя вообще выглядит, по-моему, слишком увлекается, да, расслабляющими напитками. Но я понимаю, на самом деле, положение тяжелейшее у них. И самое главное, они, вот эти ведущие, они, в принципе, мне кажется, хотя надежда умирает последняя, но я так полагаю, у них есть все основания полагать или понимать, что никакого будущего у них нет. Все. Та ситуация, которую они раскручивали, да, они такие герои были, они первые лица были, это всегда так бывает. На любом кризисе, на кризисе тот, кто вещает, он становится медийным, известным, как стал Фейкин там и все остальные. Но тут есть одна загвоздка, один нюанс, так сказать. В случае, если же будет поражение, то несет ответственность вот этот вещатель наравне с теми, кто вот все это вот сотворял. И все вот эти и чеченоговорящие блогеры, которые засветились и тоже рассчитывали, что они будут там какими-то звездами, и русские, которые, или россияне, которые тут тоже вещают, умные понимают, что никакой перспективы у России нет, и Севастьянов, опять же, продолжая обсуждать этот видеоролик ихний, можно сказать, Севастьянов говорит, что нам нужно собрать русских, которые будут убивать русскую армию. Говорит, ничего, проблем нет, что русские будут убивать русских, надо мочить. Это русско-путинская армия, нам нужно там... Это делается для чего? Это делается для того, чтобы часть русских вывести из-под удара. То есть не русских, русских им не жалко, чтобы было понятно. У них нет этого вопроса. У них, да, конечно, главный вот этот русский национализм играет роль, но при всем при этом главное свое учреждение, свои шкуры им нужно спасти. Понимаете? И теперь они хотят каким угодно силами там внедрить туда русскую армию, украинскую армию, в ЗСУ, чтобы уйти от ответственности, потому что будет суд, и уже сливаются кадыровцы. Вчера на чеченском говорил, и сегодня скажу на русском. Сейчас появляется много видеороликов, где до 35 лет где-то парни, 25, 30, 35 лет, кадыровцы, я полагаю, это кадыровцы, снимают себя вот так фронтально, на себя снимают камеру, рядом сидящую, то в машине, то где-то они что-то делают. Разное время года, видимо, и раньше эти ролики, они, видео про себя, такой отчет, что ты на месте, что вот там 3-10. И эти видеоролики сейчас публикуются в ТикТоке, и лица фактически просто открыто людей светят. Это говорит, в моем понимании, я понимаю, сейчас ФСБ сливает кадыровцев, потому что они им не нужны. Это, скорее всего, те кадыровцы, которые не запятнали себя чеченской кровью, и они таким образом их повязывают, и сдают. И все, им деваться некуда этим кадыровцам. Эти кадыровцы теперь будут всегда послушны, либо потом будут садиться в тюрьмы. Потом будут садиться. Каждое видео, которое они выкладывают со своим лицом, это обязательно в порядке. Сразу с украинской стороны или с международной стороны, сразу на этого человека заводится уголовное дело, отдельный кейс. На каждого из них устанавливается его дата, личность, ФИО, там все остальное, все его данные. И вот таким вот образом эти люди будут полностью привлечены к ответственности. В принципе, все, кто совершает против Украины преступления, они преступники, заслуживают наказания. Хотелось бы, чтобы не пешки какие-нибудь мелкие попадались, а те, кто их всех туда посылает.
в этом случае ситуация в Украине обстоит, ну, скажем так, не очень лестная, не очень приятная. Дело в том, что, ну, просто КГБшник, вот Киселев, этот Севастьянова приглашает, сидит каждое воскресенье. Ну, откровенно, я не знаю, может их так вычисляют, может их там дают им какой-то шанс. Какой шанс, я не понимаю. Но сам факт, то, что я думаю, что в этом смысле, короче говоря, все нелегко. Нелегко, да, совершенно верно, Леон. Нелегко. Ладно, давайте сейчас почитаю ваши комментарии и потом перейдем к основной теме. ФСБ и ГРУ атакует Европу. Давайте почитаю ваши комментарии. Напоминаю вам, друзья, наш канал находится под постоянным наблюдением. Атаки немножко сняты с нашего канала, хотя на территории фашистской России наш канал запрещен. Поэтому я всех призываю подписываться, ставить лайки и распространять ссылку на наш стрим, если вы не находитесь в Российской Федерации, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так что вот так вот. Спасибо, Баркал и МС, ММАМСВ Богват. И 95 дадакан духварик. Дарса йолайс алушек, но і 95 така, раз ждемо номер. Дякую за допомогу, Алексей, вітаю вас, всех, вітаю вас, друзья. Хорош по методичке читать. Неужели, Михаил, было видно, что я читаю? Я же вроде бы не читал ничего. Вот вы сидите, сразу начинаете. Вот смотрите, если бы не вы, Румис, Славочки, героям слава. Машо, Румис Чавига, Машо. Если бы не вы, вот, ну, я всех предупреждаю не писать. В основном нас смотрят из России. И все, кто заходит, в принципе, не пишут. Пишут только вот хейтеры. Если бы не вы, на мой канал бы вообще бы сейчас уже не было бы подписчиков. Кстати, нас сегодня должно набраться 80 тысяч. И сегодня мы будем вести стрим до цифры 80 тысяч подписчиков. И я вас всех вновь подписавшихся буду приветствовать. И я думаю, скоро мы достигнем 100 тысяч. Хотя нам Россия всячески, КГБ, ГРУ мешает нам. Но мы добьемся своего. Так. Aztán Ukrajnából Nokcsi csúrba elhíti, on cahít, szóncahít. Assalamu alaikum, aztán HDS, Тулам, Хуальхит, он теперь политик мую. Омар, я, если честно, особо в немецкую политику не лезу, особо не разбираюсь. И я в основном занимаюсь вот чеченской темой, чеченской проблемой. Поэтому не могу ничего сказать. Валейкум салам, салам, хаитер, так, я считаю, что ситуация, которая есть, конечно же, есть уклон на правую сторону, но этот крен, он абсолютно невелик, абсолютно незначителен. И знаете, здесь столько противовесов, столько предохранителей от рецидива
того времени, которое мы хорошо в истории нам рассказывают, прихода к власти национал-социалистов и так далее. И поэтому в этом плане никаких, я думаю, не будет эксцессов, каких-то там срочно. Есть вероятность, что будут теракты, их к этому готовятся. Об этом Путин уже прямо говорит, что он будет финансировать, передавать оружие разным террористическим группировкам. И я уверен, что он уже передал, раз он говорит, что он будет передать. И вот давайте плавно поговорим об этом. О той ситуации, которая сегодня касается Европы. Это для меня очень важно, и мы должны на эту тему говорить и должны напоминать, потому что Россия под видом ГРУ и ФСБ, под видом исламистов собирается атаковать. И уже первые шаги в этом направлении есть. Недавно задержан молодой человек во Франции, затем задержан другой молодой человек, уроженец Украины, который имел российское гражданство. Первый человек, это по подозрению, где-то он там что-то переписывался и так далее, и так далее. Скорее всего, его подкинули. Обычно спецслужбы так кого-то окучивают, а потом потихоньку сливают французским спецслужбам. И в итоге получается, что этот человек что-то готовил. И в этом плане возникает такой интересный такой вопрос. Чеченцы, которые здесь в Европе пользуются, скажем так, определенными привилегиями. Нужно признать, что мы здесь, чеченцы, несмотря на всю пропаганду и на все то, что мы не умеем правильно себя преподать, и российские спецслужбы нас представляют там радикалами и так далее, при всем при этом на Западе, здесь в Европе, у нас абсолютно равные права со всеми, и даже определенные, даже, скажем так, привилегии есть, что мы вот борцы с фашистской Россией, особенно сейчас. И сейчас, когда чеченец начинает атаковать, или же планирует, или что-то плохо говорит про Европу, то это как бы показывает ущербность европейской политики в отношении чеченцев. Это делается специально Россией, чтобы показать, ну вот смотрите, это же звери, это же бандиты, а вы их тут прибрали, там, пригрели там, и так далее, и так далее. То же самое касается вот задержанного украинца, который готовил на военном аэродроме военный груз, пытался подорвать, что-то там сделать, и пока еще всех деталей произошедшего нет. Но дело в том, что он украинец. Это тоже выглядит так, что украинцев принимают, тут носят на руках и так далее, и так далее. Они берут, и вот такие есть подлецы. Поэтому ко всем украинцам, к русским и к россиянам и так пристальное внимание, а теперь типа обратите внимание на всех украинцев. Что, в принципе, много здесь есть левых таких пассажиров и с той, и с чеченской стороны. Это все как бы имеется. Но это не критическая такая, не большая такая масса, на которую нам следовало бы обращать внимание. Но ФСБ хочет, чтобы обращали все на это внимание. И вот возникает вопрос, как получается, что сторонник ЛНР, ДНР там, и еще чего-то фашистской России, украинец, уроженец Украины, гражданин Российской Федерации и гражданин, как нас все представляют, гражданин Российской Федерации, вероятно, чеченец, исламист. Вот что общего между этими двумя человеками, которые пытаются в одно и то же время нанести урон Франции? Объясните мне. Я обращаюсь в первую очередь к ваххабистам, обращаюсь, тем, кто там называет Европу плохой, там, что там сравнивает ее с Россией, говорит, что они такие же и так далее, и так далее. Есть за что критиковать не только Европу. В первую очередь нужно начать с самих себя, потом со всего арабского мира, исламского мира, соседей наших, и потом потихоньку добраться до Европы. И тоже найдете за что критиковать. Я в этом не сомневаюсь. Но ни в коем случае не убивать и не делать их врагами. Правильно? Мы же пришли сюда, нас приютили, нам дали кровь, нам дали еду, нам дали лечение, медицину, все нам дали. Это просто называется свинство. И в чеченской культуре, ни в исламе такого свинства не должно быть, в моем понимании. Ну, на всякий случай. Вот у меня вопрос. Как получилось, что
лугандонец и ваххабист, да, скажем так, радикальный. Чувак, они вместе, оказывается, наносят урон Франции в одно и то же время. Самое интересное, когда это нужно России. Как так получается? Вот ответьте мне на один простой вопрос. А я вам объясню, если вы еще не поняли. Дело в том, что управляются они из одного центра. И действуют они нашли бы русских. Здесь есть русские, кого можно задействовать. Есть в Германии русские, которые имеют немецкие паспорта. Как, например, тот, который взорвал футбольную команду Дортмунд-Боруссия. Сергей, забыл фамилию, из Челябинска, гражданин Германии, который, на мой взгляд, я об этом писал, был связан с Луганской Народной Республикой, а это ГРУ. ДНР под контролем ФСБ было, а ЛНР это под контролем военных было, российских военных. И я убежден, что этот человек был связан с Луганской Народной Республикой и с этими ГРУшниками военными. Ну вот, и тогда вот произошел случай, тоже вот этот Сергей представлялся тем, кто исламистам. Получилось так, что он подбросил записку, они подготовились хорошенько, написали записку, что якобы это ИГИЛ требует вывести войска, это было несколько лет назад, требует вывести войска из Сирии, там еще из Германии, там Рамштайн, по-моему, там отвести, там, короче, какие-то требования невыполнимые были. И представлялось это все ИГИЛом. Был задержан игиловец, гражданин Ирака, который находился здесь. Он просидел 3 дня. Выяснилось, что он никакой не игиловец. И потом был задержан вот этот русский террорист. И вот по такому же сценарию сейчас начинается, и еще неоднократно я писал тексты, я помню по этому поводу, убийство, например, перед футбольным матчем в Бельгии, по-моему, было двойное убийство шведских болельщиков, по-моему, это было. И одновременно это произошло в тот день, когда было убийство, был такой Абдаллах Анзоров, по-моему, этого мальчика звали, 18 лет, который убил учителя во Франции за то, что он якобы показал на уроке, на котором этот мальчик вообще не был, вероятно, он не ходил в школу, потому что если бы ходил бы, он бы понимал бы, что этого делать нельзя, показал карикатуру на пророка, мир ему. Что оказалось абсолютной ложью, просто человека, 18-летнего пацана, полностью взяли, у него семья такая, по всей видимости, очень внушаемая, и они полностью взяли его в обработку, сказали, что это вот убийца, вот враг, его нужно убить, послали этого парня, и потом его же и убили. Почему полиция его просто не ранила и не задержала, тоже остается секретом. Потому что французские спецслужбы очень своеобразно себя ведут в отношении чеченского вопроса. Вообще, как-то даже не разбираясь, террорист это, не террорист, какие тут вещи. Просто все вместе помогали русским уничтожать чеченский народ. Все вместе, весь мир просто взялся. Кто поближе, то побольше прилагал усилий. Кто подальше, кто в силу своих возможностей. Вот такие вот были дела. И сейчас мы должны все понимать, здесь очень много дагестанцев живет, здесь много живет ингушей. Это молодежь, которая легко внушают, которая легко внушить. Хотя в последнее время уже эта волна сбивается, вот это радикализма, вот этого исламизма. Но при всем при этом это все присутствует до сих пор. И мы должны нашей молодежи объяснить, если вы не хотите сделать услугу Путину, то просто, как говорят американцы, shut up, просто замолчите, не перестаньте нести этот бред. Вы несете бред в угоду пропаганде, которая навязывает нам Россия. Спецслужбы российские, ФСБ и ГРУ, или Главное управление Генерального штаба, так называемое. И мы все это должны осознать. Никакому чеченцу, никакому мусульманину невыгодно наносить вред. И мы, чеченцы, и мы, мусульмане в Европе, не позволим вам
наносить урон тем странам, в которых мы находимся, мы защищены этими странами, мы всем минимально необходимым обеспечены в этой стране. И у нас есть равные шансы, равные права, в отличие от России, где якобы мы были гражданами. Здесь у нас есть равные права, не имея языка, не имея даже гражданского паспорта в кармане государственного образца. Мы являемся равными, понимаете? Мы можем отстаивать здесь свои права на равных. Я лично с полицией отстаивал свои права, не за себя, а за другого человека. И добивался успехов, понимаете? Такой хай здесь можно поднять, если вы правы. Что просто в России я писал днем и ночью там, не знаю, от участкового до всех там депутатов, президентов и Папы Римского я писал. И мне полностью игнор, никогда мне никто, никакие следственные комитеты, ни прокуратуры, только отписки. Здесь все работает. И поэтому мы должны не просто уважать, мы должны вместе защищать эту Европу и эти страны, чтобы вот эти мерзавцы и подонки, оболваненные полезные товарищи, которые там оказываются, не наносили вред ни странам, где мы проживаем, ни нашим союзникам, ни нашим друзьям. Когда нам нужна была помощь, эти страны нас приняли. Теперь эти страны нуждаются, чеченцы, кавказцы, которые здесь находятся. Я обращаюсь в первую очередь к вам. Эти страны теперь в нас нуждаются. Мы знаем язык оккупанта, мы знаем методы оккупантов. И мы знаем, что мы не причастны к этому. Мы должны об этом громко заявить, особенно если это говорят чеченцы. Потому что нас представили самыми главными там, борцами с несправедливостью. Также это при помощи России нас представили исламистами, каратистами. И теперь наш голос, он слышен. И я прошу вас всех, чеченцы, кавказцы, все, вы должны заявить об этом, вы должны каждый день говорить об этом. Ставьте на аватарки флаги своих стран, осуждайте терроризм, любое проявление радикализма, любое проявление террора. Потому что это очень важно. Сейчас, в нужное время, да, как говорится, нужное место сказанное слово, оно стоит... Очень-очень много оно стоит. Поэтому мы все должны понимать, что сейчас Россия, Путин прямо говорит, вот позавчера он сидит, говорит, что он будет финансировать там, вот Украине же дают там ракеты, там 3-10, а мы будем давать их противникам, например, противникам Англии, противникам Германии, Франции, будут давать там каким террористическим организациям, каким террористическим государствам, каким сама является Россия. Нынешняя Россия. И вот этими методами они будут пытаться дестабилизировать обстановку. И вот это может, да, привести, когда будет много жертв, жертвы могут быть очень разные, удары нужно признать, ну как бы мы должны понимать происходящее. 1 удар, 2 удара, 3 удара, Германия, Франция, другие страны могут пропустить. Террористический акт — это очень вероломный и подлый поступок, которому практически нельзя от него защититься, особенно если идет смертник на совершение этого акта. Но после 1, 2, 3 удара, конечно же, вся сеть, все будет выявляться. Здесь система очень хорошо работает, очень хорошо развита. И вот после этих атак, я полагаю, все связанные с ГРУ, с ФСБ, вот эти мерзавцы, подонки, массово будут зачищаться. Поэтому... видимо, к чему-то все это сейчас уже подходит. И, вероятно, может быть очень мощный удар, вплоть до применения какого-нибудь там химического, бактериологического оружия, которое можно в воду бросить или еще куда-то что-то, свет отключить могут. Ну, все что угодно там могут атаковать, все что угодно, сделают все возможное. Будут убивать людей, разных людей, лидеров общественного мнения будут. Не удивлюсь, если я окажусь я есть в этом списке. И мы должны всегда всему быть готовы и понимать, что за всем вот за этим русизмом
под маской исламизма кроется ФСБ, русизм и русская военщина. И это война, та самая война, о которой предупреждал еще в 95 году Джохар Дудаев, когда мы говорили, что если сегодня вы соглашаетесь с тем, что Чечня внутреннее дело России, то завтра настанет день, когда Европа станет внутренним делом России. Сейчас здесь, в Европе, они себя чувствуют вольготно, абсолютно нагло себя ведут. И, как мы видим, готовятся совершить террористические акты. А мы должны быть едины, не делиться ни по каким конфессиям, национальностям и так далее, и едино, однозначно дать отпор вот этим террористам и бандитам. Я надеюсь, вы меня услышали. Давайте продолжим наш стрим. Так, давайте посмотрим. Аслан, почему флаг США у тебя? Потому что это самая крутая страна на сегодняшний день. И я хочу, чтобы она нам помогла. Я прошу помощи у Соединенных. Я каждый раз вам это говорю, каждый раз вы заходите, спрашиваете. То есть я хочу, чтобы эта страна нам помогла. Я хочу стать, вечным союзником Соединенных Штатов, многовековым союзником Соединенных Штатов, понимаете? И я знаю, что вот эта страна может нам помочь. Если захочет, конечно. Россия должна всю эту грязь убрать с лица земли. Ты хочешь стать сторонником ЛГБТ? Ну, смотрите, и каждый раз вы это говорите, это ваш единственный аргумент. У вас в Советском Союзе специальная статья такая была по поводу вот этого ЛГБТ. Это было ваше доказательство, что вы на правильном пути и так далее, и так далее. Конечно же, мы не сторонники ЛГБТ, и мы, чеченцы, вообще не можем это обсуждать. У нас такой менталитет, такая культура. И нам это не интересно, и у нас это не коснется. Чужие дела мы не лезем, но мы обсуждать это даже не будем. Ты не говоришь, кто ты, мы не спрашиваем, чем ты занимаешься в личное время. Это нас не касается. Но я хочу сказать, что ты хочешь сказать, что Россия должна убрать грязь этой лица земли. Вам нужно самозастрелиться, если вы хотите убрать грязь с лица. Зайти, сжечь Лубянку и Кремль. Вот это будет самая большая грязь. Там вся грязь и все, что вы хотите сказать на других. Там у вас на Лубянке и в Кремле. Вот этим займитесь. Не надо нести чушь про разные там эти разные движения и так далее, и так далее. У вас всегда это есть, было, и чушь собачья просто, да.
Ну, ладно, короче. Одно и то же вы тут пишете. Пойдемте почитаем, что у нас говорят в ТикТок. А что чеченцы могут предложить США, чтобы они хотели помочь? Безвозмездно никто не помогает в мире. Самарсек. Абсолютно с тобой согласен, Самарсек. Конечно же, нам не поможет никто бесплатно и безвозмездно. Это правда. И отношения, конечно же, должны строиться на взаимополезных, быть полезными, взаимополезными друг другу. И я считаю, что мы, чеченцы, были бы очень верными и надежными союзниками и партнерами Соединенных Штатов Америки. Однозначно 100%. И этот вектор развития меня более чем устраивал бы. Мы, чеченцы, на Кавказе, вместе с грузинами, с другими народами, которые захотят построить с нами Кавказский дом, могли бы объединиться в настоящую нашу кавказскую нацию и быть союзниками, как Европейский Союз является союзником Соединенных Штатов, быть союзниками Соединенных Штатов Америки. Вот так я это вижу. Я не против того, чтобы у нас, например, на территории нашей страны был военная база ВВС Соединенных Штатов, например, я не против. Ну, я, в принципе, готов разговаривать. Есть предложения конкретные, давайте поговорим. Конечно, решаю не я рядовой человек, друзья. Я председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия. Я не политик, я правозащитник. У нас есть наш президиум, единственная легитимная власть чеченского народа в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И давайте я, как раз пользуясь случаем, вам дам прослушать этот видеоролик от нашего этого, буквально 3 минутки, друзья. Давайте, чтобы было важно, это важно знать о президиуме правительства, друзья. Вы должны эту информацию все запомнить, а то спрашивают, что там, да как, каждое слово, каждый факт, приведенный в этом видео. Сейчас я вам его дам прослушать. У нас смотрят и в ТикТок, поэтому дам сейчас прослушать. Буквально это 3, чуть более минуты. Чтобы вы знали полностью подноготную, кратко, конечно, становление чеченского государства и президиума правительства. Давайте послушаем. Читаю я. Текст не мой. О президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия. У чеченского государства, воссозданного по праву в 1991 году во главе со своим лидером Джохаром Дудаевым, существует законное правительство, избранное на очередных выборах власти Чеченской Республики Ичкерия в 1997 году. Наблюдатели из многих стран мира и ОБСЕ тогда одобрили выбор чеченского народа. Были избраны парламент и власть на местах, и новый президент Масхадов во главе Кабинета министров. Напомним, что в ходе преступных агрессий РФ в результате покушений погибли все президенты Чеченской Республики Ичкерия. Отметим, что при действующем президенте Умарове подельники Ж. Сараляпов и А. Закаев стали публиковать 6 ноября 2007 года на государственном сайте Чечен Пресс незаконные постановления от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия, объявляя себя главой фиктивного правительства и Кабинета министров страны, что согласно Конституции Чеченской Республики Ичкерия является тягчайшим преступлением. Затем эта кампания подыгрывала Кремлю, проводя с его марионетками встречи в Осло и Лондоне в 2009 году. Этим они занимались с 2001-2003 годы и в Швейцарии, Лихтенштейне и Копенгагене. После объявления самозванцами себя властью Чеченской Республики Ичкерия, президент Умаров 9 декабря 2007 года незаконно самоустранился от своей должности и объявил о создании им религиозного объединения Имарата Кавказа.
Многочисленные призывы легитимного правительства отступникам вернуться в конституционное поле оказались тщетными, и встал вопрос о консолидации всех ветвей власти страны. В такой ситуации 12 августа 2009 года было принято воззвание к чеченскому народу от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аят Идигов с возложенными на него полномочиями от парламента постановление номер 14/11-11 от 2 февраля 2003 года для организации и ведения всей политической работы в зарубежье призвал 26 августа 2009 года легитимных членов всех ветвей власти продолжить действовать для деоккупации страны в оперативном рабочем совете страны, президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия. Как видим, речь не идет о новом правительстве или новом органе власти. В президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия входят Алла Дудаева, Аят Идигов и другие люди с полномочиями от правительства чеченского государства, воссозданного в 1991 году во главе с Джохаром Дудаевым. 8 июня 2024 года. Так, друзья, эту информацию я прошу, это видео я сегодня загрузил у себя на канале, оно есть и в ТикТок, и в YouTube, пожалуйста, это видео распространите и сохраните для себя. Я под видео помещу еще текст вот этого сегодняшнего вот этого обращения, которое о президиуме правительства. И это донесите эту информацию до украинцев и всех желающих, кто хотел бы знать, потому что Украина столько несет потерь, и в итоге, знаете, против Украины, как бы это ни казалось странным, как бы ни говорили, что у России нет никакой идеологии и так далее, это абсолютно не так. У России есть идеология, она очень четко обозначена, она скрыта, она латентна, но она есть. И эта идеология, это империализм. Тот русский империализм, о котором они мечтают. О том, чтобы, завладев всей советской собственностью, поделив между собой КГБшники, обслуживающие режим личности, поделив вот это все между собой, они решили стать наследниками. То есть они хотели быть как в Англии, как в других странах, стать новыми дворянами. То есть сперва расстреляли в 17 году всех своих дворян, потом 3 поколения нас эксплуатировали, нас, советских граждан, там более 300 миллионов человек, и даже больше, там, если брать весь советский соцлагерь там, и так далее. И вот после этого решили стать новыми дворянами, или недодворянами, как сказал один наш Женя, подписчик. И недодворянами, совершенно верно. И в этом плане у них есть идеология, она очень жесткая, она очень конкретная. А что противоставляет Украина? Что она противопоставляет? А вот в этом уже проблема возникает, понимаете? В этом плане внутри Украины были силы, которые зазывали этих русских империалистов. Потому что внутри Украины есть учреждение КГБ УССР, которое сохранилось. И они разошлись в 1991 году, чтобы вновь сойтись. И начинали они с нашей республики, Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас они уперлись, была Грузия, мы знаем, кого могли, получалось. И в Украине они думали, все решено, что всех зовут там и так далее, и так далее. Помните, когда Путин начал широкомасштабное вторжение, Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины, Путин обращался к военным обращался, говорил, берите власть в свои руки, вы там главные, вы там не слушайтесь. Знаете почему? Потому что вот эти военные, это и есть кость в горле вот этих русских империалистов. А он не обращался к СБУ, да, он не обращался к кому-либо, он обращался к военным, потому что они есть реальная сила, и они есть кость в горле. Это, кстати, те самые военные, которые не попали бы в неодворянство. В неодворянство попали бы СБУшники и их стукачи, типа разных вот этих
обслуживающего персонала, которых мы видим, там гордоны всякие разные и так далее, и так далее. Они попали бы. А военные это так пушечное мясо. Какой авторитет в России у военных? Ноль. Ноль. В Советском Союзе он был больше авторитет. Понимаете, у военных. У военных авторитет появляется в момент войны, когда они кого-то убивают. Тогда они дают полномочия, чтобы, если что, не нести еще ответственность. И вот тогда у них какие-то полномочия. После того, как там все наладилось, все, кого надо, убили, все там они затерроризировали все население, вот тогда ФСБшники вновь появляются, там сбоку, с припеку, так аккуратненько, и чтобы они не пострадали. Вот такая участь дала военных. Понимаете? И вот эти иллюстрации в Украине до сих пор не проведена. Я очень надеюсь, сейчас люди, которые прошли эту войну, уже более 10 лет война идет, которые потеряли друзей, к большому сожалению, но они мотивированы теперь они не продадутся. Знаете, большая проблема в чем? Даже не столько вас испугать, украинцы, и так далее. Большая проблема продастся. А они денег не жалеют, подходы находят. Понимаете? Там методы очень изощренные и очень аморальные, беспринципные у них методы. Понимаете? Вот что они хотят добиться. И нужно вот те молодые украинцы, которые возвращаются с фронтов, раненые пусть будут, какие там, главное, чтобы голова у него рабочая была. Все, главное, чтобы он не продавался. Самое главное не продаваться, ни за какие деньги, не продавать нашу идею. Понимаете? И нужно выработать настоящее национально-освободительное движение, как при Джохаре Дудаеве. Нет этого вот национально-освободительного движения в полном смысле. Этого нет. Все информационные русскоязычные ресурсы в Украине заполнены пророссийскими. Киселевы, Фейкины, Арестовичи, Гордоны, Мордоны, миллионные каналы, Невзоров. Ну просто задумайтесь, люди, о какой победе можно говорить в Украине, если Невзоров гражданин Украины? Представьте себе, давайте возьмем какого-нибудь самого матерого сейчас нынешнего пропагандиста. Кто у нас? Соловьев, например, какой-нибудь, да? Самый-самый какой у них там, Соловьев, например, да? Киселев какой-нибудь. Давайте мы его заберем в Чечню, дадим ему гражданство, дадим ему почет, уважение и скажем, все, это наш гражданин. Как вы, украинцы, будете к нам относиться после этого? Вот так же мы видим вас, украинцы. Вы взяли Невзорова, самого подлого, самого первого пропагандиста и убийцу чеченского народа, дали ему гражданство и воспеваете его. Понимаете? Самую-самую ублюдочную сущность, которая существует в России, вы взяли, дали ему гражданство. Это плевок просто, понимаете? Это плевок. Все сопротивление, не просто в чеченцев, здравый смысл, в украинское общество это плевок. Понимаете? О какой победе, если нету идеи сопротивления? Все пассионарии, все, кто сражается, да, они в украинском социуме, может быть, это есть, но она не уходит так. Ну, я не вижу это такой. Есть сопротивление, есть, все борются, все дерутся. Одной смелости, одной доблести недостаточно. Нужна четкая программа, четкая идеология. А вы в Украине организовываете батальон имени, или как он там, отряд имени имама Шамиля. Это такой полководец, имам Чечни, который сдался в плен. Это не чеченец, которого чеченцы приютили, как беженца, который бежал из соседнего Дагестана, и сделали его своим временным руководителем, так как был способный, талантливый человек и так далее, и так далее. Но после 25 лет, после того, как от 2-миллионного населения, народа чеченского осталось 120 тысяч, то есть 95% мы потеряли в борьбе с русскими, а некоторые народы вообще черкесские, есть народы, которые вообще исчезли, вообще не осталось, они истребляли как могли каждый народ. Он сдался в плен. И когда сдался имам Шамиль в плен, до того, как он сдался в плен, он наш был имамом, все, вопросов нет. Но как сдался он в плен,
Он не может быть лидером просто знаменем свободы. Понимаете? Он сдался в плен. Так не бывает. Если ты становишься лидером, у тебя нет права сдаваться в плен. Так вот, он сдался в плен. И у вас в Украине Зеленский на фоне вот имама Шамиля говорит, вот там кавказские народы, вставайте. Так он завещал, каждый дагестанец, особенно аварцы, которые не хотят сопротивляться фашистской России, они говорят, что нам имам Шамиль завещал, не воюйте против России, живите в мире, он говорят такое сказал. Ну, в плену что угодно скажешь, но говорят, сказал. И говорить, давайте поддержим батальон имама Шамиля, создадим там в Украине. Это значит, покоримся России. Вот что говорят. Вот эти вещи, они, наверное, делаются умышленно. Их нельзя делать неумышленно. Нельзя не найти, не посмотреть наш канал, например, чтобы узнать по поводу вот этого батальона имама Шамиля или еще вот таких вещей. Того же Закаева, которого там держат. Но мы же говорим, разберитесь, украинцы. Разберитесь, посмотрите. Но нет, все сидят, молчат. ГУР Украины ведет себя, просто античеченски. Просто пренебрежительно. Я, знаете, это считаю даже не столько аморальным, хотя это тоже может быть, присутствует, может быть, измена, предательство, потому что в Украине там столько бардака, которые не могут до сих пор там вычистить. Мне кажется, это самое еще больше, это некомпетентность. Некомпетентность некоторых лидеров, которые занимают такие ответственные посты в Украине. И сейчас пытаются представить, что вот там кадыровцы гонят русских солдат. Это украинские русские говорят. Чаще всего украинские русские. Они хотят, я понимаю их позицию, они хотят не пострадать. Но она нечестная, она трусливая и фальшивая. Русские в Украине, пожалуйста, наберитесь храбрости. Мы согласны, что да, кадыровцы там есть. Это информационная армия, специальная подготовленная информационная армия. Основной костяк тех бойцов, которые там были, которых реально готовили, положили в первые дни в Гостомеле. Больше нет там суперэлитных войск. Там есть просто каратели, просто полицейские есть, которые там, да, бросают их, самое пекло бросают, и мясные штурмы их бросают. Может быть, есть и заградотряды. Но в основном, я здесь ролики у себя на канале в YouTube выкладывал, в основном это заградотряды состоят из русских. Если бы были заградотряды из чеченцев, или только лишь из чеченцев, так называемых кадыровцев, то, я думаю, весь фронт возмутился бы. Сказали бы, что нам этим чуркам? Там же отношения, мы же все знаем. Нам это по телевизору там Лаудинова показывают, который там за братство всех народов. Говорит, нету этого братства. Оно не может вот так в одночасье появиться. Да, в одном отдельном подразделении друг другу спасут жизнь, там появится это братство. Такое на войне бывает. Но 500 000, миллион человек, там 2-3 миллиона, которые обслуживают, помогают, они все ненавидят чеченцев. Это все взращенный на чеченской крови контингент, который сейчас атакует Украину. Вначале многих, конечно, положили, но еще многие остались. Вот эти вещи мы все должны понимать. Мы все должны разобраться в этом. Империализм должен быть навеки вечный закрыт. Русизм. Как-то так, друзья. Давайте почитаем еще ваши комментарии. И продолжим наш отличный стрим. Аят Эдигов фактически президент Чеченской Республики Ичкерия. Нет, чечен, это не так. Аят Эдигов является лишь сопредседателем президиума правительства. Аят Эдигов один, скажем так, был у нас вторым человеком в государстве. Наше государство, оно имеет президентско-парламентскую форму правления. Даже, можно сказать, у нас больше парламентская форма правления. Но так как Джохар Дудаев и были такие, время такое было, время испытаний, время потрясений, войны, и как генерал, как выдающаяся личность, Джохар Дудаев просто вышел на передний план. А так у нас как бы принимает все решения, все главное у нас парламент.
И Аят Эдигов был в этом парламенте. Считайте, это второй человек в государстве. Какое-то время, и то не все время был председателем парламента. Сейчас же Аят Эдигов представитель от парламента по вопросам за рубежом, по всем политическим вопросам за рубежом. 2 человека, легально 2 человека выехали, которые занимаются нашими вопросами. Это Аят Эдигов и Ильяс Ахмадов, бывший министр иностранных дел, который сейчас не занимается никакой деятельностью и ничего не делает. Уже много лет не делает. Мы с ним общались, разговаривали. Он пока не хочет ничем заниматься. Вот есть председатель, сопредседатель президиума Аят Эдигов. В этот президиум, это такой рабочая комиссия, президиум правительства, куда собрались все наши, когда доктор Умаров самоотстранился от управления Чеченской Республикой, он самоотстранился и назвался главой, там, лидером Эмирата Кавказ. И вот тогда долго пытались уговорить Умарова, доктора Умарова, вернуться в конституционное поле, долго пытались разобраться в этой ситуации, после того, как поняли, что ничего не помогает. Оставшиеся легитимно избранные депутаты, там другие, я всех не знаю, люди объединились в президиум, вот этот совет, рабочий такой комитет, рабочий орган, временно, до деоккупации, назначения выборов президента и парламента Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому и Аят Эдигов один лишь из всех. Там и Алла Дудаева имеет равные с Аядом. Есть еще люди, они не называются, я тоже их не буду называть. Есть еще там полно людей, которые в курсе и занимаются и так далее, и так далее. Ну, Аят Эдигов это соратник, очень близкий, очень доверенный человек Джохара Дудаева. Очень. И я считаю, что это вот те люди, за которыми чеченский народ должен пойти. И мы пойдем, да, Алмула. Так, давайте дальше идем. Смотрите, я должен об этом говорить, как номер 95, вот здесь Нохчу Усваэль 67, у него сколько там подписчиков там и так далее, он поставил знак вот как свастика. Я считаю, я об этом давно говорю, это сейчас искусственно делается вброс, вот этот ногчий знак, это как нацистская свастика, если вы помните, как она, но в виде чеченского древнего орнамента, такой как узор, так делается, ну, видели, наверное, все это. Это проект, на мой взгляд, поэтому всех, кто не является соучастниками этого проекта, пожалуйста, это чеченские националисты, так называемые, которые начали вот эту туфту разбрасывать, пожалуйста, не участвуйте в этом, чеченцы, это тоже проект, это тоже обман, это делается потому, что против религиозников, которых тоже же взращивала как Россия, так и Турция и другие. И теперь вот против вот этих религиозников создается вот этот националистический вот этот значок, и они начинают вот это нам навязывать. Моя задача, чеченцы, вас предупредить, не поддавайтесь на это. Уже если ты ночью УСО 67 Бошигуй, если ты не являешься проектом, замени этот знак. Потому что вот этот знак, это как свастика нацистская, этот знак искусственно сейчас вбрасывается, как номер 95, который нам присобачили. Я поэтому всех прошу, не поддавайтесь на это. Они хотят сделать так, чтобы мы грызлись между собой. Им без разницы, традиционный ислам против ваххабизма. Националист против ваххабизма и традиционного ислама. Атеист
воинствующий какой-нибудь сумасшедший, против других там. Главная их задача, чтобы не говорили мы про русских, Лубянку и Кремль, про их русский империализм, про Лубянку и те преступления, которые они против нас совершали. Это главная задача — отвлечь нашу молодежь на что угодно. Главное, чтобы мы не говорили о русском империализме, о ФСБ и Кремле, и тех террористах, которые совершают ужасные преступления. Поэтому и вновь чеченцы шайдел даже мадает. Юх шо галдах чулт яха шо киту халду. И киту чула юлива ат дубош дуич. Велла гуй из киту чула юцак лива ат ду из олшту. Легче заново обмануть человека, чем доказать человеку, что тебя обманули. Понимаете? А мы не хотим вас обманывать, чеченцы. Вы для нас все, вы для нас золото. Мы не хотим вас обманывать. Мы хотим, чтобы вы были свободны и сами свободно принимали решения. Мы хотим, чтобы вы знали, чеченцы, что нас постоянно пытаются использовать. Не дайте себя использовать фашистской России или кому-либо другому. Думайте своей головой. Либо думать будут за нас всех, если мы сами не будем думать. Понимаете? Вулеренби халятся, шикода халятся гуйти, не то что селан таган мацалятся, такельнак мавас лятцак. 18-летница лятца боштар. Так. Ну, давайте немножко дам вам возможности. Потом ограничим ваше сообщение. Немножко отдохнете. Пойдемте дальше. Все будет очке. Далмула лемонас, далмула. Нет, 2-3 дехалха. Ну, изаму, излятцаган хукшуай. Изамвицена. Китайская бензоколонка, вот кто теперь. А Россия говорит, генерал диванных войск. Китайская бензоколонка, не знаю, по-моему, она наложница уже, Россия, китайца, Китая. Ишунт халятца, сун ишанхун лятца. Пока ничего не известно, наверное, пока сейчас все скрывается. Так. Правые у власти в Европе. Нет, не волнуйтесь. Нету этого, вот этого ужасного, там правые пришли и так далее, и так далее. Да, к этому идет. Да, Россия этого бы хотела. Россия это накачивает, это раскручивает. Но ничего особенного не произошло. Мари Ле Пен, да, чуть-чуть обогнала Макрона. Макрон на самом деле давно себя уже дискредитировал в глазах французов. Националистические чувства, националистические взгляды во Франции, они всегда были высокие. И знаете, та подружка, как говорят, Ле Пен, Путина там и так далее, она уже давно отказалась от поддержки Путина. Сейчас поддержать Путина — это уже преступление. Поддержать Россию — это преступление, понимаете? Только самые оголтелые, только самые такие отмороженные будут сейчас это делать. И не будет того, да, если будут теракты, если там в Европе не справится полиция, спецслужбы, будет дестабилизация, паника и так далее, то да, конечно, тогда к власти могут прийти. Но опять же, и Путину, и России ничего не светит. Путин и Россия могут только навредить, нагадить только могут. Но сами спастись они уже не могут. Поймите это. Все, что делать, какие бы разгоны ни делали, это усугубление положения России. Усугубление, нападение на Израиль,
нападение на Европу. Это все усугубление проблем русских. Вы, русские, должны выйти, пока вам всем по голове не настучали, и прогнать своего Путина и провести суд над террористической бандой ФСБ и ГРУ. Люстрацию провести, уволить всех из всех ветвей власти, всех связанных с КГБ, опубликовать архивы КГБ, запретить КГБ, ФСБ, как террористическую организацию, как нацистскую организацию, навеки вечные. Русские, если вы настоящие патриоты, заботитесь о своей стране, вот ваша задача. Понимаете? Все остальное это туфта. Вы усугубляете проблему. Вы воюете с цивилизацией, с миром. Понимаете? И внутри России есть сторонники, которые работают на Запад, которые поддерживают там и категорически против Путина. Понимаете? Не просто какие-то там народы, которых колонизировали, оккупировали, а сами русские есть в России. Понимаете? АФД не выиграла в Германии. Да, игра, она немножко заработала, она не выиграла. Она как была третьей партией, так и остается. Как-то так. ГРУ чем отличается от ФСБ? Ну, в принципе, ничем. Это вся та же одна ГБшная имперская зараза. Но дело в том, что ГРУ это просто тупые исполнители. Это рабы ФСБ. Они им пока не льготы дают, у них получше положение, чем там у ментов. Но это обычные рабы. Самые настоящие слуги ФСБ. Без какого-либо своего «я». Нет, справедливый человек, не смотрел я совместный стрим вот этих двух деятелей. Кто нам настучит по голове, говорит. Вам настучит в голове сами русские КГБшники, вам настучат, и военные. И, скорее всего, будет большущая война, которая, ну, она уже идет, она еще просто эскалируется. И вплоть до атомных ударов. И ваш Путин уже готов, я так полагаю, применить ядерные удары, одновременно начать атаки, террористические атаки на Европу. Да, это вполне такой рабочий сценарий, но ничего из этого не выйдет. Да, будут смерти, будут гибели, будет дестабилизация какое-то время. Но для России это никак ничего не спасает. Здесь так все хорошо устроено, что будут замещать, помогать, перехватывать инициативу, поддерживать, и все справятся. Я могу сказать за Германию, я абсолютно уверен. Германия больше никогда не будет под контролем фашистской России. Я очень надеюсь, что Германия получит право вето после вот этой Третьей мировой войны, которая сейчас идет, и станет постоянным членом Совета Безопасности вместо России. Вместо СССР. России там никогда не было. Не знаю, Ларамби, за Францию. Я просто не очень хорошо знаю, что там во Франции, но я думаю, что и Францию не оставят. Франция тоже очень мощное государство, которое и соседи, и все здесь не оставят. Все заинтересованы уничтожить. Понимаете, эти террористы, которые есть, там, смертники какие-нибудь, если появятся, даже после того, что мы говорим здесь, если они не услышат и появятся, то их не так много. Не может там 100 террористов все тут перевернуть. Да, могут убить тысячи, 100 тысяч человек, отравить могут. Путин, может, им там дал газовое, химическое, атомное и так далее, и так далее. Вполне возможно. Все, что угодно. Но ответ будет незамедлительный. Все посольства, вся агентура, все здесь будет зачищено. Под ноль просто. Попробуйте просто, сделайте шаг просто, да, не вот эти мелкие там, которых вы будете там подставлять и пытаясь там нагнетать обстановку. Покажите себя, проявите себя, дайте просто этим спецслужбам вас схватить, и у вас нет никаких шансов, ни одного просто.
Не дай бог, конечно, я не хочу этого. Я призываю всех быть бдительными, и всех чеченцев, всех мусульман, кавказцев здесь, в Европе, я призываю поддерживать каждую страну, в которой не просто молчать, открыто поддерживать свои страны, осуждать этот терроризм, осуждать этот русизм. Это заодно делается с русскими, потому что одновременно ловится вот этот украинский коллаборант с российским паспортом и чеченский вот этот исламист. Вот в одно время. Почему так? Потому что они заодно. Они заодно. Все управляется из Москвы, из Лубянки, из Кремля. Им нужно это все, чтобы нас раскачать ситуации. Но ничего у них не получится. Только оттягивают свой бесславный конец. Асан, как ты думаешь, сильно ли поменяется политическая обстановка в США, если победит Трамп? Я думаю, не сильно поменяется. Абсолютно. Я не думаю, что вообще какие-то там... Вы знаете, вот в Америке вот эти две партии, которые между собой постоянно соревнуются, там есть и другие партии, но вот эти республиканцы, демократы, самые вперед вырвавшиеся, уже давно они между собой. Знаете, мне больше кажется, да, есть борьба, есть там очень иногда выходящая за рамки цивилизованных просто отношений, преследования при помощи суда, например, да, кандидатов в президенты. Может, есть за что, может быть, я всех деталей не вникаю и не стараюсь лезть в это дело. Я поддерживаю США, а не Байдена или Трампа, республиканцев или демократов. Для меня они все американцы, и все должны союзниками стать моего народа и моего государства. Я не думаю, что что-то изменится. Абсолютно, мне так не кажется. Мне кажется, что там есть элементы шоу, элементы, конечно же, компромата, там третье, десятое. Но после того, как происходят выборы, система уже так много раз избиралась, президенты новые назначались. Это не как в России был один Ельцин, потом и все остальное время Путин вот за все эти годы. Там система, она не столько на президентах заточена, не под них даже заточена. Там сенаторы, которые представляют губернаторы, которые представляют каждую там штат, каждую страну, то есть. И у них на глубинном уровне Россия является признана преступником. Они знают, что такое Россия, очень хорошо знают, что такое Россия. Это нам сказки, ну, другим, мы-то чеченцы тоже знали очень хорошо, что такое Россия. Другим там сказки рассказывают, не верят в эти сказки, сидят, что Россия там, она там все войны выигрывает, она хорошая, там справедливая, честная. Абсолютно все в мире знают, что абсолютное беспримесное зло Россия. Абсолютнейшее. И в этом мире во всем знают, и отступать уже некуда. Мосты сожжены. Американцы не могут потерять лицо, сказать, ну ладно, ладно, давайте поменяем Путина на какого-нибудь там Дудина какого-нибудь и заживем. Нет, этого не будет. Усвойте это. Все сегодня 1130, да, по-моему, мы сейчас зачитывал, сколько там было убитых и раненых. 1190 за прошедшие сутки убитых русских, российских оккупантов на украинской земле. Это цена российского, русского народа за один день проживания на этой земле Путина, Патрушева и террористической банды ФСБ. 1190 человек убитыми и ранеными Россия каждый день платит за один день, чтобы Путин ложился в большую свою чистую кровать и умывался в золотом умывальнике. Вот вся цена. И это сколько веревочка не вейся, конец будет. Будет конец. Вы это все должны понять. И вся русская оппозиция, так называемая здесь в Европе, которая притворяется, что она за права украинцев, за права человека, за соблюдение международного права и так далее, и так далее. Вы ни разу, вы многие здесь публичные люди, не простые люди, которых особо мы многие не знаем,
Вы ни разу не извинились за чеченцев. Вы даже этот вопрос не поднимаете, а поднимаете вопрос с симулякрами. С Ахмедом Закаевым, который является фактически вашим человеком. Вы ни за чеченцев не извиняетесь, ни Навальнята, ни Катрикадзе есть там, Дожди, Можди. Ну прям самые пропагандисты, самые матерые. Вы не извиняетесь перед чеченцами, понимаете? Но говорите об украинском горе, там, что вы украинцев сожалеете. Ложь, лицемерие. Если бы вы побеждали бы, вы ноги вытирали бы об этих украинцах, понимаете? Мы это все видим, потому что вы о чеченцах не говорите ничего. Просто не находится среди вас ни одного мужественного мужчины, женщины, которые прямо, честно говорили. Нет среди вас. Поэтому я ни одному из вас не верю. Вы симулякры. Вы работаете на империю, продолжаете работать, чтобы сохранить империю. Да, есть отдельные личности, которые якобы борются. И будем надеяться, что есть настоящие, не якобы борящиеся. Ну, как-то так, друзья, как-то так. Давайте еще ваши комментарии. Да, Слонян, Гудков, да, это два главных русских пропагандиста, да. Два русских пропагандиста. Так они всегда делают, там разных кавказцев, там хачиков. В советское время было принято русских хвалить, только кавказцы могли. Русские не могли хвалить русских для Запада, перед Западом. Это кавказец должен был сказать, какие великие, какие мощные, какие великая культура, великий язык, великая история. А русские должны были скромно молчать, сказать, да ладно, перестань. Вот как это все делалось. Это у них такая методика, тактика такая была. Украинские солдаты пачками сдаются. Хасгор, это очень хорошо, что ты затронул эту тему. Дело в том, что фронт в Украине, фашистский, русский фронт в Украине трещит по швам. Сами российские пропагандисты в лице Евгения Федорова, есть такой один сумасшедший, он говорит, что фактически они готовы к обвалу фронта. Обвал фронта произойдет вот буквально недели, друзья. Подождите, месяцы, недели. Авиация есть, бомбы самые мощные. Как только начнут утюжить по полной, русские оккупанты начнут массово сдаваться. И уже Федоров буквально недавно сидит и рассказывает, мы должны занять оборону в Москве. Главное ведь не там, в Украине, на Украине, как он говорит, а здесь, в Москве мы должны национально-освободительное движение там и так далее, и так далее, и так далее. Задумайтесь просто. А же все они сами все понимают. А то, что говорит Федоров, буквально через месяц-два обязательно происходит. Это единственный не симулякр на фашистской России из политических разных объединений и там партий и движений. Вот это НОД, их национально-освободительное движение. Кстати говоря, у вас в Украине есть представители от НОД. И здесь в Европе они есть. Они представляются чеченцами, но они тоже НОДом называются. И это тоже никого не беспокоит. Все как будто не замечают, что есть НОД, и все нормально. В Украине с ним разговаривают, интервью берут, там приглашают. Ну, смешно, да. Поэтому скоро будет обвал. Обвал будет российских банд армий, которые будут сдаваться. И на самом деле это будет самое правильное решение, которое давным-давно уже нужно было принять русским. Если вы на самом деле такие смелые, как вы о себе говорите, вот сейчас вы должны сдаться Украине. Это есть смелость. А воевать сейчас это быть лохом, дураком, мясом, пехотой, который просто так ради путинского там золотого умывальника и так далее, погибать. Как-то так. Ну, давайте еще ваши комментарии, друзья. Сколько мы в эфире? Почти 1,5 часа. 1,5 часа, конечно. Смотрит нас 871 человек. Друзья, сколько у нас сейчас подписалось. Мы должны достигнуть сегодня 80 тысяч подписчиков. Наш канал прорывается. 4 человека осталось до 80 тысяч нас, чтобы подписаться. Наш канал вещает на Россию, когда идет стрим только лишь. Поэтому, друзья,
подписывайтесь, у вас есть уникальная возможность, уникальная возможность стать подписчиком канала Реалити, исторического канала Реалити. Осталось 2 человека, чтобы мы достигли 80 тысяч. И потом вы в бонусе получите текст, который я вам подготовил в разделе «Сообщество». Да? Как-то так, Дион. Как-то так. Аса, как ты рассматриваешь такой сценарий? Если США за отмену всех санкций ставят своего марионетку, а потом кавказские страны с этой марионеткой будут договариваться о своих границах. Справедливый человек. Ну, во-первых, это не так делается, что там кто-то в Америке захотел, и потом и так делается. Есть правила, которые в Америке соблюдают. Именно поэтому она великая. А если там какой-нибудь там дядька что-то там порешал и все делает, хотя это тоже присутствует, но что в вот таком глобальном смысле это невозможно, на мой взгляд. Это раз. Во-вторых, о каких кавказских странах ты говоришь? Я знаю только Чеченскую республику Ичкерия, которая объявила о своей независимости, боролась и сражалась. Другие республики, к большому сожалению, пока только лишь отдельные представители этих народов и республик говорят о свободе, о суверенитете. Народы не говорят. Поэтому насильно, как говорится, мил или свободным не будешь, если его заставлять. Понимаете? Как-то так. Поэтому давайте объясним, какие государства вы говорите. Это лично ваше мнение или программа, что вам нужно зачитать. Гуга Ярашев. Это лично моя программа, которую мне нужно зачитать. Я ничего не читаю, я вам рассказываю то, что у меня есть в голове. И это мое мнение и моя программа. Ничего мне никто не советует, не подсказывает. Я абсолютно независимый человек. Но на России трудно понять, что есть люди на Западе могут быть независимы, говорить свою точку зрения, критиковать Германию, в которой он проживает, не будучи даже гражданином, и ему за это ничего не бывает. Вам это трудно понять, да? Ну, такова вот действительность. Это канал Реалити. Именно здесь вы узнаете реальность. Так, Турция, так же как Россия, черкесские генералы, 30% генералитета Турции, это этнические черкесы, скрывают знания черкесского. Турция отобрала имена, фамилии черкесские. За разговор на черкесском сажали. Легко верю. Шалом, Аслам. Все будет Ичкерия, живи Беларусь, слава Украине, ам Израиль. Хай, Боже, храни Америку. Шалом, Ян, шалом. Витаю тебя, дорогой. Так. В будущих кавказских странах Черкесия, Осетия, Дагестан. Ну, смотри, нам договариваться не надо. Статус Чеченской республики Ичкерия определен на веки вечные. О чем мы можем договариваться с Россией, это вывод войск и выдача военных преступников. Это все. Ни Черкесии, ни Осетии, ни Дагестану на эти темы договариваться, ну, вывод войск нужно, но нужно сперва определить свой статус. И плюс преступников, убивавших черкесов, осетин, дагестанцев, выдавать тоже не надо, потому что, ну, нет таких. Те, кто были уже давным-давно, еще в позапрошлом веке умерли. Поэтому, ну, каждый вопрос должен. Я знаю, что каждая республика Кавказа имеет право на выход без разрешения фашистской России, без ее согласия. Но это должно быть решение этого народа. Понимаете, эти люди должны проявить себя. Ну, я надеюсь, что когда угрозы не будет, наберутся люди смелости и выйдут. Ну, не знаю, пропаганда. У меня печальный опыт общения с дагестанцами, я вам скажу. Вот.
Именно вот, но они ментально ощущают себя россиянами. Ментально. Это меня пугает просто. А как с ними тогда? Если он хочет быть россиянином, он останется с Россией, к большому сожалению. И даже если он назовется кавказцем и войдет в наш кавказский дом, так это же пятая колонна, это же потенциально опасный враг нашей стране, который будет служить России. Недавно посмотрел документальный фильм о зверстве НКВД в Чечне в 1944 году. Что можешь сказать по этому поводу? Genetic fiction. Ну что сказать, да, геноцид. Геноцид под видом депортации. Была попытка уничтожить чеченские, ингушские народы. Чеченцы, ингуши разделились на два народа и думали, что они два разных народа. Но русские показали, что мы один народ, по крайней мере, для них. И им плевать, ингушья или чечен. Всех сжечь к чертовой матери, убить, заморить голодом и так далее. Вот она, истинное мурло фашистской русни, да. Слушай, у тебя это ник, что у тебя за ник? Что ты такое тут говоришь? Нагибатель. Аваль. Такие, у меня здесь антисемитизм запрещен, да? Поэтому ты уходишь в бан. Я тебя уверяю, что очень основная задача для мирового сообщества должна быть дать Кавказу свободу, деньги и независимость. История европейских цивилизаций напрямую связана с Кавказом. Мы тоже так думали, справедливый человек, да, ну что-то я не увидел этой справедливости и то, что этот Запад хочет. Запад хочет себе безопасности и денег. Вот я тебе за Европу скажу. Если бы сейчас не американцы и не англичане, мы бы потеряли бы Украину и уже бы ждали бы уже здесь в Европе, Польша там и так далее, и так далее. Единственное, кому выше денег и личных выгод стоят, это над вот эти принципы стоят выше денег, это американцы и англичане нам показали. А Третью мировую войну вместе с русскими, с Путиным, с Патрушевым начинали все европейские страны. В первую очередь Франция и Германия. Это мое мнение. Сложившееся уже. Есть факты, этому доказывающие, подтверждающие. Ну, что-то пошло не так, и не получилось у них создать. Да. Не получилось. Не шмогла, да. Боже, храни Америку и 6-й флот ВМС США. Аминь, аминь. Спасибо за ответ. Пожалуйста, генетика. Баркал Абу Кавказ возьмем. Гамгин Сунаш, Галайкан Твица. Если вы о нем, да, я его знаю, ну, видел его ролики. Ассаламу алейкум. Что скажешь про шариат свободной Ичкерии? Ва алейкум ассалам. Джамбалай, а что ты скажешь про ФСБ? Что ты скажешь про ФСБ? Готов ли ты сейчас войти, вот сейчас в ТикТок, и представиться, показать свое имя и рассказать, как ты относишься к ФСБ, как нам нужно действовать против вот этой террористической организации? Готов ли ты? А то вот вы шариат говорите, я понимаю, вы мусульмане, вы смелые парни, готовые погибнуть ради своих взглядов, ради Аллаха. А нам Аллах велит вот этих террористов из ФСБ разоблачать и говорить о них. Поэтому я надеюсь, что готовы пожертвовать своей жизнью, стать шахидами на борьбе против ФСБ. Я думаю, это будет достойное сражение, достойный уход из этой жизни, борясь с абсолютным беспримысным злом. Что ты думаешь по этому поводу? Скажи мне, пожалуйста.
Готов ли ты выйти со мной сейчас в эфир и рассказать про ФСБ и модердать, рассказать полностью и дадалки чуется. А ингуши также настроены, как чеченцы, или нет? Я знаю, что, по крайней мере, раньше были ингуши, которые не хотели жить с Россией. И они остались в России, потому что у них была, ну, во-первых, это там их пропаганда подготовила, а во-вторых, им было обещано, что пригородный район, им земля будет возвращена, если они отсоединятся от Чечении. Была же Чечена и Ингушетия. И вот таким вот образом они отсоединились. Сейчас как дела обстоят, я не знаю. Я уже не вижу, ну, по крайней мере, мало вижу и ингушей, которые ну, борются против России. Тоже вот на эту религиозную волну некоторых подсадили. И вот национально-освободительное движение было отложено в долгий ящик. И война до судного дня, там, 3-10 и так далее. К чему мы готовы, Куда Джабалаев? Ты готов сейчас выйти в эфир и сейчас сказать: ФСБ террористы, кто они, что они, терщешь? Можешь это? Или ты так просто зашел, мы готовы, иншаллах, машаллах и так далее. Так, друзья, мы уже сколько в эфире? Мы уже больше, очень много в эфире. Так, набралось нас 80 тысяч. 80 тысяч 65 человек нас уже. Друзья, я вас всех поздравляю с этой цифрой. Сейчас я отвечу еще несколько вопросов. Мы уже полтора часа, надо закругляться. Так. Столько нетерпимости исламу, как в России, нет ни в одной стране мира. Но эти подружки почему-то везде видят плохим США и Израиль. Да? Да. Да. Почему не арестуют якобы оппозиционеров, Ходора и так далее? Не арестовывают, потому что не доходили руки, спасите Украину. Сейчас все будет. Вот Джаблаев про шариат там рассказывает. Джаблаев пишет свою фамилию, заходит, говорит про шариат, там, 3-10, хотя Россия преследует там ваххабистов, убивает их, ну, настоящих, не таких фейковых, а настоящих. И он заходит, мне про шариат там рассказывает. И когда я ему говорю: давай поговорим про ФСБ, который я говорю. Ты что ж поговори, вместе пострадаем. Я не говорю, что ты не пострадаешь, я знаю, что ты пострадаешь. Я говорю: ну давай сделаем тогда. Он мне говорит: я знаю, что ФСБ террористы, я не боюсь выйти в эфир и поговорить. Но у меня дома семья в Чечне. Не хочу, чтобы у них родным подставлять, проблемы делать. Понимаете? И он не хочет подставляться, у него дома родственник. А я на дереве вырос. У меня нет родственников, я как яблоко на дереве вырос. Поэтому у меня нет ни родственников, ничего. А он самый умный. Я как Дон Кихот. Хотя Дон Кихот был умнее. Он-то хоть с безобидными мельницами. А я на дьявола попердый он. На этом все, друзья. Ассаламу алейкум. Слава Украине. Все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Ади кюэль маш оэль, бюздейл алюэль маселя.
До свидания. До завтра, друзья. Завтра у нас будет стрим с президиумом правительства на чеченском языке. Адикёль Маш Оль. Все будет Ичкерия.